Привет, Айша. Merhaba Ruşen. Бакам, сен асылда кыргыздар жылап этмеге бөлмейсің екен. Извини, а что ты только что сказала? Я говорю, ты вообще-то крымский татарин. Или у тебя только имя крымско-татарское? Нет, я крымский татарин, но, правда, я очень плохо знаю крымско-татарский язык. Хотя давно хочу научиться. Ну, раз так, то я тебя обязательно научу. Договорились. Салям алейкум. Здравствуйте, меня зовут Тимур. Хочу вам рассказать о крымско-татарском языке. Это родной язык крымско-татарского народа, исторической родиной которого является Крым. Наш язык принадлежит к тюркской группе языков. Научившись на нем говорить, вы будете неплохо понимать другие тюркские языки. Турецкий, азербайджанский, карачаево-балкарский, кумыкский и практически все языки Средней Азии. Но главное, вы сможете понимать своих соотечественников, заслужите их уважения и признания. Вами будут гордиться ваши родители, ваши бабушки и дедушки, которые сохранили для нас родной язык, несмотря на все испытания, которые выпали на их долю. Кстати, родной язык по-крымско-татарски «анатили», что дословно переводится как «язык матери». Присоединяйтесь к нашим урокам родного языка. Учите новые слова, повторяйте их снова и снова, выполняйте задания, составляйте предложения, сначала простые, потом сложные, а я буду помогать вам вместе с Айше и Рушеном. Сағылыңыз, Саджа. Ну тогда давайте начинать. Айша, вот ты сказала мне «мераба». А что это значит? Мираба значит здравствуй. Ну еще можно, здороваясь, конечно, сказать селям алейкум. Селям алейкум, Айша. Алейкум селям, Рушен. Так отвечают на это приветствие. Селям алейкум, Рушен. Алейкум селям, Айша. Молодец, у тебя хорошо получается. Ну, а теперь представь, что мы встретились утром. Хайрлы сабалар. Хайрлы благополучный или же добрый. Саба – утро. Ага. Хайрлы сабалар, Айша. Ну, а теперь представь, что солнце уже высоко, и мы встретились днем. Хайрлы куньлер. Хайрлы кунлер. Правильно, да, молодец. Ну, а теперь представь, что солнце уже село, и мы встретились вечером. Хайрлы акшамлар. Хайрлы ахшамлар, Айша. Верно. Ну, эту фразу можно сказать и по-другому. Ага. Акшам шрифлерин хайрлы олсун. Ахшам шерифлерын, хайрлы олсун. Еще раз. Опять. Ага. Ахшам шерифлерын, хайрлы олсун. Ты делаешь успехи, молодец. Классно. Вы заметили, что крымско-татарские слова мы пишем кириллицей, хотя часто используют и латинскую графику. Мы тоже постепенно будем вводить ее, объясняя написание и звучание некоторых специфических букв и звуков. Необходимо отметить, что именно латиница наиболее полно отражает звуки крымско-татарского языка. Начнем мы с привычной для всех кириллицы. Ну что, ты наигрался? Ахшам шерифлерын, хайрлы олсун. Ты неправильно сказал. В смысле? Ну, ты поздоровался с двумя девушками, а обратился как к одной. Не понял. Сейчас объясню. Как и все тюркские языки, крымско-татарский относится к агглютинирующим языкам, то есть склеивающим, где все словоформы образуются путем склеивания всевозможных аффиксов к корню. Запомните, почти каждый аффикс имеет одно определенное значение и крепится к корню или к другому аффиксу один за другим. Одни аффиксы обозначают множественное число, другие превращают существительное в глаголы, третье в прилагательные и так далее. Вот простые примеры. Кырым, кырымлы. Кырымлы, кырымлылар. Ватан, ватандаш. Ватандаш, ватандашлар. Этот же принцип сохраняется при обращении на «вы» к нескольким людям, либо проявляя уважение к старшему незнакомому человеку. Мераба, мерабаңыз, саба шерифлерің хайырлы олсун, саба шерифлеріңіз хайырлы олсун. Понял? Вот смотри, стою я одна. Скажи мне здравствуй и добрый вечер. Мераба, ахшам шерифлерын, хайрлы олсун. Хорошо, а теперь нас двое. Скажи мне здравствуй и добрый вечер. Ага. Мерабаныз и ахшам шерифлерыныз, хайрлы олсун. А теперь представь, что я твой старший брат. Поздоровайся со мной. Ага. Селям алейкум и ахшам шерифлерыныз, хайрлы олсун. Молодец. Ну вот ты и научился здороваться на родном языке. Начиная изучать язык, прежде всего нужно познакомиться с его алфавитом. В крымско-татарском языке на основе кириллицы 37 букв.
33 из них совпадают с буквами и звуками русского языка, но есть 4 специфических согласных звука. Это г. Звук г напоминает украинский звук г. Гарно. Вспомните, как вы произносите слово ага, обращаясь к старшему. Рустем ага, Нариман ага – это к. Звук к. Можно сравнить с звукосочетанием кх. Например, Крым. Это н. Сонорный звук н. Произносится близко к звукосочетанию нг. Например, мерабангас. Это звук дж. Две буквы д, ж, но произносится слитно дж, как английское j, как в слове jazz, jam. К примеру, оджа – учитель. Ну-ка, Рушен, произнеси слова Крым, мерабангас, ага, оджа. Хырым, мерабаныс, ага, оджа. А теперь пришло время дать тебе задание, при помощи которого ты закрепишь свои знания. Передаем слово нашему учителю. Кстати, учитель по-крымско-татарски – оджа. Об особенностях написания и произношения крымско-татарских букв и звуков мы будем говорить еще не раз. Пока запишите домашнее задание. И будет лучше, если специально для этого вы заведете отдельную тетрадь. Первое задание. Поздоровайтесь по-крымско-татарски. Второе задание. Исправьте ошибку. Третье задание. Запишите слова и выражения на крымско-татарском языке.